Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о тренировках на выносливость. Выносливость в нашем случае определяется как способность организма выдерживать длительную физическую нагрузку без изменения мощности и без утомления видимого. Итак, чтобы обеспечить такую работу, мы должны применить несколько типов тренировок. Это сверхдистанционные тренировки, дистанционные тренировки и аэробные интервалы. Все эти тренировки проходят при достаточном поступлении кислорода к мышцам. То есть все эти тренировки идут в аэробной зоне. Подробнее об аэробных и анаэробных типах питания мышц я снимал отдельное видео, можете к нему вернуться, посмотреть, если что-то вам непонятно. Когда я говорил о том, как надо строить тренировочный процесс правильно, мы говорили, что вот как ступеньки, да, доступность и постепенность. И вот на основе этих тренировок очень видно именно вот эти ступеньки. И, собственно, мы идем, все выше карабкаемся, прежде всего, стремясь повысить аэробную мощность организма. Аэробная мощность организма определяется несколькими факторами. Во-первых, это количеством и производительностью митохондрий в клетках. Митохондрии – это маленькие генераторы энергии внутри наших клеток. Под воздействием этих тренировок, именно тренировок на выносливость, их количество и качество увеличиваются. Потом, также, нам важно доставлять питательные вещества к мышцам. И поэтому хорошо иметь хорошо развитую сердечно-сосудистую систему и еще капиллярную сеть, которая к периферическим мышцам будет подводить питание и уводить продукты распада. И поэтому вот именно эти, опять же, тренировки на выносливость служат именно цели построения хорошей капиллярной системы организма. Итак, давайте же рассмотрим, из каких типов это все состоит. Я их уже назвал, но давайте подробнее остановимся на каждом из них. И пройдем этот путь сейчас для вашего понимания. Первой вообще тренировкой, которую вы начинаете с щенком, и вы начинаете сами, это являются сверхдистанционные тренировки. Не надо бояться слова сверхдистанционные. Оно прежде всего означает, что эта тренировка длительная, и основное воздействие именно идет за счет того, что вы преодолеваете большую дистанцию за большое количество времени. Это тренировки с шагом, как для собак, так и для людей. На темпе 10-12 минут на километр. Это примерно соответствует быстрому шагу. То есть это 5-6 км в час. Те самые 5-6 км в час, которые так часто встречаются в школьных задачах. То есть это не прогулочка совсем уж таким расслабленным темпом, но и не что-то такое. Так вот, эти сверхдистанционные тренировки будут всегда основой вашей тренировочной программы. Неважно, в какой из периодов вашего тренировочного плана, все равно львиную долю времени будут составлять и они. Это фундамент вашей аэробной базы вообще. Также в период жестких соревнований, а именно эти сверхдистанционные тренировки служат для выведения вредных веществ и выполняют роль восстановительных тренировок. А в период реабилитации после травм, возможно, это вообще единственный шаг, который вы можете, единственный тип тренировок, который вы можете использовать. Но, тем не менее, это очень важные тренировки. И я на этом вот так заостряю внимание, чтобы вы понимали, что это, может быть, кажется, что это ерунда, там, шагом ходить, но на самом деле это крайне важно. Итак, еще хочу что сказать. Это единственный тип тренировок, который можно выполнять на асфальте. Единственный тип. Но желательно все-таки ходить в походы, в кросс-походы и заниматься на грунте. Асфальт для вас не друг. Друг — это мягкий грунт, потому что вам нужно беречь свою, или и собачью тоже, опорно-двигательные системы, опорно-двигательный аппарат организма. А ходьба по жесткому покрытию, каким является асфальт, изнашивает ее. Я уж не говорю про бетон и там плитку гранитную. Это вообще, ребята, не ходите никогда по ней. Это, если есть возможность избежать, никогда не идите по таким покрытиям. Это очень жесткий тип покрытия. А уж бегать вообще зарекитесь. Это вот что касается сверхдистанционных тренировок. Теперь давайте перейдем к дистанционным тренировкам. Дистанционные тренировки — это тренировки на втором уровне интенсивности. Второй уровень интенсивности — это бег рысью для собак, а для человека бег трусцой. Вот большинство
бегунов, которых вы видите, их на Западе называют джоггеры. То есть джогинг это и есть бег трусцой. Его огромный физиологический эффект был открыт в 20 веке. Вот именно на этот вот темп, да, около 7 минут на километр, вот эта трусца, примерно вот вокруг этого темпа. Ну, в случае собак лучше 6 минут на километр. Это 10 километров в час. Вот такие тренировки у вас должны, ну, мы говорили про постепенность, да, того, что вы должны достигнуть. Но в целом должно 45 минут, час. Больше часа нет смысла. Вот это второй тип. И он позволяет добиться того, что у вас повышается, достаточно серьезно повышается максимальное потребление кислорода. У собак в состоянии покоя в 32 раза меньше максимальное потребление кислорода. Но об этом я вам тоже рассказывал. Вот. Но и еще есть второй фактор. Это порог анаэробного обмена. Так называемое ПАНО. Это когда ваш организм переходит в состояние анаэроба. Дело в том, что у нетренированных людей и животных ПАНО наступает уже при 55-60% от МПК. То есть ваша емкость, вы еще можете много потреблять кислорода, но уже какая-то из ваших систем, об этом я опять же подробно рассказывал, когда мы рассказывали про аэроб и анаэроб, какая-то из ваших систем не позволяет пропускать весь этот кислород, и у вас наступает уже переход в анаэроб. А анаэроб крайне энергонеэффективен и закисляет организм. То есть происходит метаболический ацидоз, и вы начинаете испытывать усталость. И вот именно вот эти дистанционные тренировки позволяют повысить уровень ПАНО, то есть вывести его в больший процент. У опытных спортсменов там уже под 90%, но 75-80% это спокойно достигается и любителям. Вот. Но нет предела совершенству. И для огранки всей этой системы, для еще большего повышения ПАНО, можно применить аэробные интервалы. Но вы должны понимать, что аэробные интервалы это очень жесткий тип тренировок. Очень легко перейти в перетренированность. И вы должны быть уверены в своем уровне или в уровне вашей собаки. И не в первый год применять этот метод. Это третий уровень интенсивности. Для человека это уже бег. Серьезный бег. Для собаки это рысь, переходящая в галоп. Вот на этом вот каком-то балансировании. И вот 5-минутные отрезки на такой интенсивности потом вместе сочетаются с периодами, когда вы двигаетесь шагом. То есть шагом вы должны двигаться, ну, как минимум не меньше, чем вы пробежали. То есть 5 и 5. Вот так. Это то, что я хотел рассказать об тренировках на выносливость. Запомните, это прежде всего самые базовые вещи. Это то, что должно быть в арсенале любого спортсмена. Спасибо за внимание. Всем пока.